Muhterem cemaat. Добрый вечер, уважаемые зрители. Приветствуем вас на мероприятии, посвященном презентации книги татарского советского поэта Гали Худжи «Зоя Космодемьянская». Kitapның ике телле булуын, бүген безнең арада Мәскәү кунаклары да барлыгын исәпкә алып, без шулай бер телдән икенче телгә күчеп алып барачакбыз. Вдвойне отрадно, что репринтное переиздание книги 1943 года с новым переводом на русский язык совпало с празднованием 110-летия со дня рождения автора. Шагыйрь Гали Худжи 1912 елның 17 октябрендә хәзерге Татарстанның Апас районы Карамансар авылында тимерче гаиләсендә туа. Егет булып җитешкәч, Казан педагогия институтында читтән торып укый. Комсомол активисты булып китә, республика яшьләр матбугатында хезмәт куя. Шагыйрьнең «Шатлык» исемле беренче китабы 1936 елда дөнья күрә. Аннары Бөек Ватан сугышы. Күзен начар күргәнлектән Гали Хуҗига ак билет бирелә. Әмма ул дус ишләре яуда вакытта тылда пысык утыруны хуп күрми. 1942 елда үзе теләп фронтка китә һәм җиңү көненә кадәр «Ватан намусы өчен» исемле татарча фронт газетасында эшли. Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнә. Сугыштан соң хезмәт юлын республика газеталарында Язучылар союзында дәвам итә. 60 еллар башында профессиональ язучылыкка күчә. Бу вакыт эчендә аның дистәләрчә китабы дөнья күреп өлгерә. Шагыйрь йөрәге 1966 елның 13 октябрендә тибүдән туктый. Однако поэт возрождается каждый раз, когда кто-либо прикасается к его произведениям и проникается его чувствами и чаяниями. Сегодня поэт Гали Худжи, несомненно, вместе с нами. Рустем Егоров.
Хайрлы кич, добрый вечер. Клар, Борис Иванович, я очень рад видеть вас среди нас, коллега. И хочу сказать несколько слов о наших писателях-фронтовиках. У нас почти все члены Союза писателей Татарстана ушли на фронт. Ну, не все, конечно, остались пожилые, чтобы работать на радио, в журналах, газетах, которые уцелели от сталинских репрессий. А так погибли, если я не ошибаюсь, где-то около 3 десятков наших. Более, где-то около 40 мало. Здесь у нас и стелла была, идет ремонт, поэтому я не успел посмотреть, сколько конкретно. Но среди них, конечно, поэт, легендарный наш герой, поэт Мусаджалид, который погиб. Но кроме него есть еще такие же легенды: Фатих Карим, Харуддин Муджай, Адель Кутуй и многие другие. Конечно, мы благодарны Борису Ивановичу, вот в своей антологии фронтовиков он включил татарских поэтов, у которых есть переводы на русский язык, естественно. И вот издал книгу, репринтную книгу Зоя Космодемьянская, Гали Худжи. Гали Худжи тоже очень известный у нас был поэт. Я со слов старших коллег слышал о нем много. Он многие годы руководил литературным кружком при газете «Татарстан Яшаре» и воспитал много молодых поэтов. Поэтому, конечно, они были благодарны ему и считали себя учениками Гали Худжи. Был, конечно, по воспоминаниям, конечно, знаю, что он был такой человек широкой души. И во время войны написал, кстати, факт из нашей литературы, 2 поэмы были. У Гали Худжи называется «Зоя Космодемьянская», а у нашего тоже поэта-фронтовика, там уже он еще и художником, Нури Арслана, тоже есть поэма «Зоя», тоже написан тоже во время войны. Я хочу, Борис Иванович, еще раз поблагодарить и хочу вручить вам благодарственное письмо от имени всех татарских писателей за ваши труды, что вы любите нас, а людей, которые любят нас, мы тоже любим. Исеме ил күләмендә яңгыраш алган әдәбият яисә сәнгать әһле исә һәрбер төбәкнең асыл ташына тиң. Башка бик күп күренекле шәхесләре белән дан тоткан Апас районы шагыйрь, журналист һәм солдат Гали Хуҗины да кадерли, аның белән ихлас гурурлана. В Апастовском краю, где родился и вырос Гали Худжи, по праву гордятся своим знаменитым земляком, чтят и помнят его. Сәхнәгә Апас районы башкарма комитетының мәдәният бүлеге җитәкчесе урынбасары Зиннурова Рания Ислам кызы һәм Карамасар авылы китапханәчесе Нигъмәтҗанова Альбина Ринат кызы чакырыла. Хәерле кич, хөрмәтле әдәбият яратучылар, туганнары Гали абыйның исәннәрмесез. Гали Хуҗига безнең якташ буларак, аңа бу кадәрле зур игътибар күрсәтү, ул безгә дә игътибар күрсәтү дип санарга була. Без дип әйтүем инде менә Карамасарлылар. Мин Карамасарда китапханәче булып эшлим һәм Гали Хуҗи исеме безнең өчен инде ул Гали шагыйрь, фронтовик шагыйрь генә түгел, ул безнең өчен символ. Ул безнең авылыбызның визит карточкасы. Без аның bütün чараларны, мәдәни чараларны аның белән бәйләргә тырышабыз һәм бу эшне мин дөрес дип саныйм, чөнки әз генә искә алмый торсаң, кеше дә, шәхес тә, хәтта эшләр дә онытыла. Безнең инде моны онытырга бернинди дә хакыбыз юк.
Быйыл ел дәверендә без инде шактый үзебезнең хәлебездән килгән кадәрне эшләдек. Тик менә бу дәрәҗәдәге чара ул инде безнең күзне икенче яктан ачып җибәрде. Менә русча дәвам итсәм каршы булмас микән, хәзер барыбыз да аңлар өчен. Наталья Валерьевна сегодня сказала, что мы немного вас всколыхнули. Она сказала такое слово. Я сказала ей в ответ то, что если вы нас всколыхнули, то мы уже естественно цепной реакцией мы всколыхнем остальных наших сельчан, наших земляков. Это необходимая мера, это обязательно должно было случиться, и я рада, что это вот происходит на таком уровне, в таком масштабе. Очень рада видеть в первый раз вот родственников, уже таких самых близких родственников Гали Худжи. И в свою очередь, естественно, огромное спасибо Борису Ивановичу. Мы сегодня целый день говорим ему спасибо, целый день общаемся. Это для нас как глоток воды. Бик зур рәхмәт. Алла бирса, бу исемне без онытмыйбыз инде, сез дә онытмагыз һәм инде кара каршы чаралар күбрәк булсын иде дип өметләнәбез. Без моңа әзер. Рәхмәт. Уважаемый Борис Иванович, от всех жителей нашего района, Пастовского района, искренне благодарим вас за вашу кропотливую работу в освящении печати и прославлении нашего земляка, поэта-фронтовика Гали Хузиева. Разрешите вручить вам благодарственное письмо главы Апастовского муниципального района Зиганшина Айрата Габдулхаковича. И, пожалуйста, в знак благодарности примите, пожалуйста, такой традиционный национальный наш головной убор тюбетей. Литературный фонд «Дорога жизни» в 2013 году предложил поэту Борису Лукину стать главным редактором и составителем антологии поэзии о Великой Отечественной войне «Война и мир». Работа оказалась объемной, количество томов и авторов росло день ото дня. Тем не менее, поэт решил посетить все национальные библиотеки Республики России. Таким образом, он оказался здесь,
Казани. Несколько дней проработал в читальном зале и заодно пополнил библиотечный фонд первыми томами антологии. И совершенно случайно в его руки попала тонкая брошюра с заглавием «Зоя Космодемьянская» на татарском языке. Впрочем, об этом и не только нам расскажет сам переводчик, поэт, лауреат Большой литературной премии России Борис Лукин. Для меня событие в этом роде, нельзя сказать, что оно не важное, потому что это несколько лет моей жизни, эта книга перевода. Если бы мне до того, как я встретил эту книгу, сказали, что я ее буду переводить когда-нибудь татарского поэта, я бы, наверное, сказал, что, может быть, это не про меня. Но вот так случилось в жизни, что я взялся за это, и благодаря помощи присутствующего в зале педагога Казанской школы, которая сделала подстрочник, долго она мне помогала, мучилась со мной, сделала, и я ей благодарен. Мы таким образом добрались до основного текста, до основной моей работы, что я смог осуществить там, в течение около года я работал над этой поэмой. Я благодарю Союз писателей в лице председателя и в лице помогавшего мне в организации поездки и этого вечера Рузали Мухаммедшина, потому что я понимаю, что я один этого бы не сделал. Спасибо вам огромное. Дай Бог татарской литературе процветания, Союз писателей поддержки государства, ну и новых творческих идей и пополнения рядов. Таланты у вас растут, таланты интересные, дай Бог. Что сказать? Читать я не буду стихи отсюда, потому что я по программе их читаю. Да? По программе их читать. Я скажу о том, почему это случилось. Правильно сделан акцент на антологию военной поэзии о Великой Отечественной войне, «Война и мир». Если бы не антология, то я не встретился бы с большим количеством поэтов, пишущих на разных языках бывшего Советского Союза, которым мне приходилось по той или иной причине переводить на русский язык для антологии. Что-то делал я сам, чаще, например, белорусов, украинцев, мне не нужны подстрочники, да, не так сложно с славянских народов переводить. С татарской литературой, с якутской, с киргизской, казахской намного сложнее, и там нужны были подстрочники. Те союзы писателей, которые откликались, помогали, их поэты вошли в антологию, потому что, как было правильно сказано, что включены те авторы, у которых есть русские тексты. Не могу не пригласить вас помочь и дать подстрочники тех авторов, которые вы считаете достойными, с достойными текстами, у которых не было переводов стихов на русский язык, в дальнейшие тома, чтобы, когда мы завершим нашу работу большую с антологией, все достойные внимания татарские поэты туда попали. Мы готовы к работе, и это двери не заперты. Эта поэма для меня очень важна, еще потому, что я говорил в интервью об этом. Тема Зои Космодемьянской для нашей семьи, она живая, мы живем недалеко от того места, где Зоя была казнена фашистами Петрищева, это Подмосковье. И мои дети были юными космодемьянцами, даже моя жена была юной космодемьянкой, когда росла в этом краю. И сейчас до сих пор детишек посвящают в космодемьянцев, в музей, великолепный музей открыт у нас. К юбилею, мне 2 года назад, по-моему, открыли великолепный музей. Параллельно с парком «Патриот» строили и музей Зои Космодемьянской. Так что советую вам посетить, это интересно. И в этом музее есть большой стенд книг, посвященных Зое Космодемьянской. Писатели с разных частей света, там и индийские поэты, и турецкие, по-моему, даже, так сказать, африканские кто-то там писал, да, всех не помню.
Но эта книга обязательно займет достойное место, потому что, понимаете, это как вот бусы, да, женщина одной жемчужины не хватает и бус нет. Вот мне кажется, что поэма Гали Хужи Зои Космодемьянской будет еще одной страничкой в истории России, литературной России. Потому что Гали Хужи сумел найти изюминку в образе Зои и в образе Алтынчеч, соединив двух героинь. И это соединило два народа, татарский и русский, еще раз во время борьбы с очередным нашествием. Еще одна поэма есть. Да, но я ее никак не могу найти. Мы перерыли все библиотеки, пока нет ее доступа к ней. Стихотворение «Зоя» мы нашли 1953 года, вот мне сегодня помогли на татарском языке, а поэму «Зоя» вот, нету. Она везде числится, пока нет. Будем искать, наверное, у вас в национальной библиотеке, может быть, удастся достать. Ее там 43-го года рождения, а может быть в издательстве библиотеки она есть. Такое тоже возможно. Да, ну что еще сказать? Сегодня поэма Зои Космодемьянской, мне кажется, обретет и второе прочтение. Каждый из нас знает, в какое время мы живем, сложное. Наши дети уходят защищать Родину, и уходят и 20-летние. Вместе с моим сыном служил и продолжает служить морпех 20-летний. Вот он уже 9 месяцев служит, слава Богу, все хорошо. И я часть тиража уже отправлю в бригаду 810-й морской пехоты, чтобы ребята посмотрели, тоже почитали. Они любят читать. У каждого солдата в рюкзаке книга есть. Они всегда читают. Есть привал, они тут же начинают читать. Отправлю. И мне кажется, что вот по накалу страстей того периода 41 года, когда Зоя Космодемьянская говорила, что она за нас, за всех берет на себя этот крест. И он сегодня тоже существует, этот крест, который несут наши ребята, защищая нас. Если вы позволите, я прочитаю вот из новой книги. У меня вышла книга «Отец солдата», посвященная сыну. Ну и всей этой операции, которая у нас сейчас происходит. Здесь есть стихотворение, называется «Огонь на себя». Так как здесь есть и поэты, я долго не буду объяснять, как рождаются стихи, но ключу, например, первая строчка стихотворения родилась задолго до того, как родилось стихотворение, но я слежу за спецоперацией, слежу за событиями там происходящими, и однажды увидел печальную новость о том, что погиб очередной морпех из военной бригады Владислав Дорохин. И погиб он геройски, вызвав огонь на себя. А в плен даже мертвым попасть нельзя. И мы вызываем огонь на себя. Нам вместе столетия, что мы не прожили. Но мы так решили. Мы сделали все для победы, родные. Вы нас вспоминайте, пусть мы не святые. Вы нас вспоминаете, пусть мы поименно живем в вашей памяти, не в похоронках. Мы знали, что, вызвав огонь на себя, вернуться нельзя. Но это победа над смертью земною, а прежде с желанием жить над собой. Живите, мы с вами, мы встретимся снова. Об этом все знают, спросите любого. Мы встретимся снова. А в плен даже мертвым попасть нельзя. И мы вызываем огонь на себя. Я очень благодарен всем, кто помог мне в работе над этой книгой. И семье, наследникам Гали Хужи, которые разрешили сделать репринт. Книга очень интересная, издательство поработало, молодцы, спасибо издательству, его сотрудникам. Когда я им говорю, вот так, я хочу сделать репринт, они сразу не поняли, зачем. Я говорю, ну как зачем? Вот мы съедим через 80 лет, два времени, 43-й год и 2022, ну, практически сейчас уже 23-й, да?
И единственная, говорю, сложность, что вам надо будет пойти послать кого-то в Национальную библиотеку и сделать скан с книги. Главный редактор издательства говорит, ну, сейчас я прогуляюсь до нашей библиотеки издательской, и принес эту книгу. Мне сбрасывает и говорит, у нас есть библиотеки в отличном состоянии, мы будем делать со своей, тем более, что тут есть очень интересные комментарии на полях. И вчера вот мы с Рузой Хамедшиной об этом разговаривали, что эти комментарии еще более как бы оживляют репринт, потому что комментарии оставлены профессионалами, коллегами, которые читали эту книгу. И это говорит о том, что книга была востребована и в то время, и, видимо, позже востребована. И я надеюсь, что она и сейчас будет востребована и татарскими, и русскими читателями. Дай Бог, что это случится. Спасибо всем, кто здесь сегодня с нами. Он написал большое количество стихотворений о великих годах сражений. К примеру, в поэме «Гражданин» поэт и солдат воссоздал образ Фатыха Карима. Другое полотно «Наш Муса» посвящено подвигу Мусы Джалиля. И среди этих произведений, конечно, особое место занимает и Зоя Космодемьянская. Эсерден «Үзүклер таңлап кетик». Кызганмады Зоя өзін, ул тағын ауыр юлда. Кешкі буран күмә ізін, шикләмей юлын елға. Ил өстендә чатнап торган декабрь салкыннары, көчле ләкин салкыннардан йөрәкнең ялкыннары. Ачы буран, җилдә үтеп, һавада кошлар очмый, җәй шикелле җылы итеп, сизә ул салкын кышны. Кышта алма пешә бездә. Кызарып, алсуланып, алма түгел, Зоя йөзе алланнан шулай янып. Өстендә тун, башта бүрек, билендә сумка наган, йөгереп уза булан кебек, таулардан, чокырлардан, якынлашты сарайларга. Куркыныч, шомлы, хәтәр, шунда берсе саламнарга яшеренеп торса әгәр, Зоя ятып, яр читеннән күзәтте тирә-ягын. Берәү дә юк. Кар өстеннән шуышып барды тагын, салам тавы, бензин сипте, шырпысын алгач, кинәт кемдер арттан китереп тотты. Зоя бар көчен җыйнап җибәрде дә этеп аны атмакчы булды, ләкин төшереп сугып наганын кулыннан тотты хаин. Хәбәр салды дусларына, җыйналды йөзләп немец. Зоя уйчан, сүзсез тора, тешләрен кыскан килеш. Кыйнадылар дүртәү аны, дүрт немец ачу белән, шишеп алып кайышларын тимерле башы белән. Игә суык җилләр исә, ишеге калган ачык, боз чыланда дер-дер килә, чал чәчле карт һәм карчык. Зоя хәлсез башы дигән, сулган гөл чәчәгедәй, күз төпләре кара көйгән, канаттан чәчләреннән. Йөрәк үзгеч яралары, күз төбе кара күмер, чиге бармы җәзалауның, озынмы әле гомер, тизме үтәр җәза төне, һәр минут көенечле, ни китерер туар көне, кайгымы, сөенечме. В дорогу Зою война зовет. Такое время себя беречь, и пусть на реках тонок лед, да разве об этом речь? Метель в подруге, и след простыл, и гонит мороз врага. Сильнее природы сердечный пыл и ненависти накал. Но позднюю осень с календаря октябрьская стужа рвет, и птица подальше спешит не зря, к спасению ее полет. А яблочек зимних красны бока, аллея лишь солнце шар, да это же Зои горит щека, с мороза лица пожар. Ушанка, тулупчик, ремень, наган, балладу о ней слагай, стремительно, по олене легка, и нет для нее преград. Деревенька жмется к лесу, луговиную снегу. Тишина, один лишь месяц Бог морозит на стогу. Нет, за стогом скрылась Зоя, все слыхать и все видать. Где же у них стоят дозоры, разгадать бы по следам.
не до этого. Пора и керосином облила, зажигает, рвется пламя от соломы да к домам. Но и враг не спит в тревоге. Караулит партизан, руки крутит, ей подмогу. Но одна она, одна. Эх, добраться до Нагана и фашисту спеть про смерть. Бьют и вяжут злые гады, остается лишь терпеть. Избивали вчетвером, злобные и хищные, кожа вспухла под ремнем полосами синими. Дом не топленный с утра, в сени двери настежь. Но мороз теперь пустяк, боль ей чувство застит. Видят все, старик, старуха, мерзнут, плачут молча. Ох, за что ж такая мука тебе в жизни, доча? Зоя терпит пытку стойко, ей нельзя иначе. Ни слезиночки, ни стона, ни руки дрожащей. Склонила голову и ждет. Вокруг глаз простор обуглен. Какой убыток срок еще от боли сводит скулы. Но луч победы в боли той торопит день соколицы. С какой тот день придет бедой и чем в веках запомнится. Оригинал әсәр белән әдәби тәрҗемә арасында гаять әһәмиятле, әмма һәр вакыт игътибардан читтә кала торган күпер бар. Ул юлдан юлга тәрҗемә итү. Билгесез ят телдәге иҗат җимеше һәркем өчен аңлаешсыз тамгалар җыелмасы гына. Борис Лукинга тәрҗемә эшендә иң нык ярдәм иткән кеше, әсәрне юлга-юл тәрҗемә итүче, Казан шәһәренең 16-нчы татар-инглиз гимназиясе укытучысы Наҗия Газизулла кызы Габдрахманова. Бүген дә аның һичшиксез монда чыгып әйтер сүзләре бардыр. Рәхим итегез сәхнәгә, Наҗия ханым. Я, конечно, не ожидала, что вся эта работа вольется в это, чтобы уж было понятно все, на русском языке уж буду говорить. Когда Борис Иванович обратился ко мне вот с таким предложением, это был год пандемии. Мы все учителя перешли на дистант, такое было время сумбурное. Я сначала не поняла, потом я написала, что я этим вообще не занималась еще. А потом как-то я вошла, между уроками переводила, и ночами сидела, в словари залезла литературные, татарские слова. И когда когда вся эта работа закончилась, информация Борис Иванович отправлял. Выяснилось, что Гали Хужи из Апастовского района. Я пишу, если вы помните, я написала. Я же говорю, я тоже из Апастовского района. Гали Хужи из деревни Карамасар, а у меня деревня Кцелтау. То есть вот такое течение обстоятельств получилось. Потом, я помню свое детство, когда я училась в школе, по школьной программе мы изучали героев-пионеров, тогда еще молодогвардейцы еще. Сейчас, к сожалению, в основной программе русской литературы их не изучают, сами понимаете, да? И когда я читала, я помню вот про героев-пионеров, из всех я запомнила как раз-таки историю Зои Космодемьянской. И Она не пионеркой была? да, я помню, потом сначала пионеры, потом молодогвардейцы, и я тоже подумала, это какой-то, видимо, что-то за знак, что ли. Что интересно, вроде маленькая книжка, и вы выбрали очень правильный формат, прямо репринт, формат репринта, формат вообще самой книги. Это, получается, мы могли окунуться в это время, окунуться не только мыслями, но и душой. То есть вы могли этим передать нам всю полноту всего этого атмосферу, да. Мы припринты мы практикуем, да, у нас в Гусажере вот выходил, там все, но вот именно в этом случае прям формат подходит, вот то, что она, и вы нам вернули Гали Хужи тоже, потому что его произведение, вот наша молодежь, наверное, скорее всего, не читала вообще.
Ну, в школьной программе, может, сейчас, скорее всего, его нету. И вот вы возвращаете, получается, вернули не только, то есть это на русском языке для русских читателей, но и нам, татарам, тоже вернули память о наших очень хороших, великих поэтах. В общем, спасибо большое за то, что вы обратились к нам. Югалды оларыбыздан, кайгыбыз сыймый җырга, ай тотылсын кайгыбыздан, агудан тынсын елга. Югалды оларыбыздан, илде башлар түбән, аерылгандай ай кояштан күңелләр боек сүрән. Югалды ул арабыздан, ах, авыр сиңа йөрәк. Бу кайгыбыз боздан салкын, таулардан биегрәк. Югалды ул арабыздан, үткән инде ерак, илем аны йолдызлардан күтәрер югарырак. Эй ана, авыр сиңа, газизеңне җуйдың син. Ләкин янма һәм саргайма, юк, ялгыз түгел син. Синең кайгың безнең кайгы. Исемең якын, үз синең, без Зояның туганнары, улың, кызың без синең. Күтәр башын, ямансыма, чәчең тара чуалган, күзләрең сөрт моңлы ана, керфекләрең чыланган. Күзләрең сөрт айга кара, хәсрәтләрең таралсын, киләчәккә алга кара, сөенечләрең яңарсын. Үч алырбыз, бүре өерен һич аяусыз кырырбыз, дәвам итеп эшен, гомерең Зоян кебек булырбыз. Лайык булсын җырым аңа, үлмәс бул йөрәк җырым. Баладай бул һәр анага, якты ит барыр юлын. Гвардеецлар белән бергә, кер утка, бураннарга, үлем илт үтерүчеләргә, сөенеч илт туганнарга. Синдә өмет канатлансын, языбыз булып безнең, синдә гомере кабатлансын, сөекле сеңлебезнең. Әкияттәге алтын чәчтәй, ул йөрәк түребездә, ул мәңгелек алтын чәчкә, чулпан ул күңелебездә. Ул гомергә шулай калыр, җырларда, романнарда, исеме йолдыз булып барыр, буыннан буыннарга. Нет Зои среди нас, и горю в песне тесно, затмение души, затмение светил. Нет Зои среди нас, мир опрокинут в бездну. О, времени река, на миг остановись. Всего лишь только миг, всего лишь только вечность, в которой песен нет, лишь горечь и печаль. А солнце и луна застыли в небе млечном, еще одну звезду в зените им встречать. Нет Зои среди нас, и в сердце материнском студенее ледника жестокий горя хлад. Нет Зои среди нас, но память обелиском стремится выше гор и взгляд не оторвать. Нет Зои среди нас, еще одна надежда прожить череду счастливых дней погасла. Что ж, в веках и это неизбежно, но смертью смерть поправ, сказала смерти нет. Звучит над всей страной ее святое имя, и с той поры для всех она в строю всегда в бою, и у станка теперь незрима, да, путеводная она для всех звезда. Поэма, стань имени Зои достойна, ты трепетность сердца к бессмертию путь, луч света во тьме, ты отечество воин, для вечности новой страницей будь. Гвардейцы мои честные строки, вы бури и грозы, огонь и снега, примерно столетие стремлений высоких, мой пламенный стих, приговор для врага. Поэма, тебя вдохновила надежда, что скоро победа, что скоро весна. Да здравствует жизнь с каждым новым рассветом, воскресшую Зою встречает страна. Ее возрождают сердца миллионов, она, как былинный цветок алтанчащий, звезда. Небосвод украшает собою народная слава, отрада и честь. Почувствуем вечного сердца веяния в поэмах, былинах, романах, кино. Из поколения в поколение. Да здравствует Зоя, звучит над страной. Зоя ватанына яуызлар шәбәреп кергән илбасарларга каршы көрәшнең, ныклыкның,
фидакарлыкның тетрәндергеч үрнәге. Безнең илдә аның батырлыгы турында ишетмәгән, белмәгән кеше юктыр. Алайда тәкъдир моннан соң андый шаһитлекләр кылырга язмасын иде. Дөньялар тыныч булсын иде. Зоя яшенә җиткән кызлар да кер чайкасын иде, тотмаш бассын иде, итәк тутырып, балалар алып кайтсын иде. Ватаныбызның күге һәр вакыт аяз булсын иде. Это написала обычная казанская школьница в 2003 году. Цитата. «В одной из папок я обнаружила небольшую, потемневшую от времени голубоватую книжечку. Зоя Космодемьянская», так она называлась. Автор мой дедушка, военный корреспондент газеты «За честь Родины». Издана Татгосиздатом в 1943 году. Открываю первую страничку и с трудом вчитываюсь в полустершиеся строки, написанные карандашом на татарском языке. Гайша. Память о нашей фронтовой дружбе. Будь как Зоя. 4 июля 43 года. Автор – действующая армия. Эти слова мой дедушка адресовал будущей своей жене, моей бабушке. Мы приглашаем на сцену наследников творчества Гали Худжи, внучку поэта, доцента Казанского федерального университета Хузееву Лилию Равильевну и заслуженного работника культуры Республики Татарстан Хузееву Любовь Владимировну. Благодарю за большую честь быть частью этого праздника. Это действительно большое событие. И благодарю и издательство, и, разумеется, Союз писателей за огромную работу, которая была проделана. Но все-таки инициатором
движущей силой, душой этого проекта, конечно же, был Борис Иванович. Я, безусловно, бесконечно благодарна вам, что вы обратились тогда, преодолевая большое количество сложностей, нашли контакты. И я надеюсь, я верю, что этот контакт уже у нас никогда не потеряется. Действительно, у меня в руках то издание, о котором я писала в работе, которое было написано, страшно сказать, уже 20 лет назад. Это та самая книжечка, которая попалась мне, и та самая дарственная надпись «Гайшар. Путь как Зоя». Именно с этой книги начинается, наверное, интерес к родословной, к истории моей семьи. И после этого в семье мой папа и моя мама рассказывали о том, какие документы могут быть связаны с этим. У нас дома хранятся и фотографии с деятелями, с татарскими писателями, с которыми сотрудничал Галия Худжи. И далее были большие поиски в Государственном архиве Республики Татарстан. Здесь большую помощь оказала моя мама, познакомилась с документами, объяснила, как работать с ними. И сейчас, когда я вспоминаю свою работу и дальнейшее, как я имела возможность познакомиться с этими документами, и архивы журналов, с которыми сотрудничал Галий, и документы, связанные с деятельностью в Союзе писателей. Конечно, я понимаю, что это ценные документы, но это свидетельство тех времен, той истории. Но что на самом деле бесценным является, это творчество и это память. Мне представляется, что вот сегодняшняя наша встреча – это как раз та самая память поколений, которая остается и которая должна идти дальше. Мы должны помнить и о героях прежних времен, и о героях современности. Поэтому еще раз благодарю за такую прекрасную возможность. Спасибо. Помнили, что, значит, в архив, к архиву наши дети были, в общем-то, уже практически, как только стали что-то понимать, уже были показаны многие документы. Сначала вот домашнего архива, а потом они пришли в архив. И также уже внук Кирилл уже побывал в архиве. Конечно, моя вся жизнь была связана с архивом. 45 лет я работала в архиве, и только что в этом году ушла уже, думаю, достаточно от своей любимой работы. Было, конечно, очень жалко, но тем не менее я очень рада, что эти прекрасные годы работы в архиве дали очень много, и моим детям в том числе. Когда, конечно, я вошла в их семью, конечно, я свекра уже не достала, он умер в 1966 году, мы с его младшим сыном встретились в 1974 году. Вот. И, конечно, я, когда узнала о его отце и пришла в архив работать, конечно, я же стала сразу интересоваться документами, связанными с его именем. Конечно, в фондах архива хранятся очень много документов о писателях, о поэтах, фронтовиках. Это, конечно, Джалиль, Ядык Кутуев, Фатых Карим и другие, которые, значит, документы, они отложились в разных фондах, в том числе в Союзе писателей, в партийных, комсомольских документах. Но, конечно, была задумка у нас создать коллекцию документов из личных фондов писателей, поэтов, фронтовиков. И тут, конечно, имя Галии Худжи пришло мне на помощь. И двери для меня к этим семьям, этих поэтов-фронтовиков были открыты. Первое, что я посетила, это, конечно, во-первых, я начала с редакции «За честь Родины». Думаю, это с кем вместе он прошел военные годы в фронтовой газете. И я, значит, пришла, первый, кому пришла, пока еще застала его живых, это Мухаммед Садри. Что меня удивило, он очень хорошо принял, Галия Худжи очень хорошо помнил, и стал читать его стихи. И, значит, его жена Гусума говорит, вот он говорит, свои не помнит стихи. То есть я говорю, Мухаммед Абай, вы свои почитайте? Говорит, я не помню. А Галия Худжи стихи читал наизусть очень много. Вот это меня потрясло. И на гармошке играл. Вот. И вот такая была встреча. Передал часть, значит, своих рукописей, фотографий, значит, пару, значит, писем Гусумапе, когда, значит, из фронта, и несколько фронтовых газет, вот как раз «За честь Родины». И интересный он случай рассказал.
Значит, он, значит, когда они ехали, значит, из Германии, он вез большой чемодан, и в нем вот большая подшивка «За честь Родины» газеты. Он мне показал эту подшивку. И там, естественно, была на границе проверка, что везут и, этих чемоданах. И там он мне показал этот чемодан, он был проколот штыками. Все-таки на всех еще не пойму, ну, что там это самое. Он не поверили, что вез он газеты, понимаете, не какой-то там барахло. Вот. Он вез газеты «За честь Родины». Вот он показал этот, вот даже и чемодан у них вот был вот этим штыком. Вот. И потом следующая встреча была уже с дочерью Усмана Бакира. Она передала удивительную книжку, записную книжку Усмана Бакира. Значит, там книжечка такая маленькая, значит, так сказать, сделан, сам переплел, там что-то сам сделал, не какая-то там, не издательская какая-то, сам сделал эту книжечку. И вот он писал, начиная с 42 года по 45 год. Она на татарском языке, конечно, там переводили, там кое-что, некоторые статьи там переводили кое-что. И там, я просто смотрю, уже смотрю Галиев, там уже Ризаиш Мурат, потому что он там был редактор этой газеты. Вот. И очень много там тоже Галиев уже. Вот там, то есть там это фронтовые будни, это не боевое там какие-то боевые подвиги, это фронтовые будни редакции. Там, сегодня там кто-то пек блины, там. Но самое интересное, это еще было, значит, сегодня смотрели фильм «Сердца четырех». Потом пели татарские песни, да, как раз в твоей тоже работе, да, татарские песни звучали в Германии. А потом март 45 года пишут, Гали счастливый едет в отпуск в Казань. Там собирали подарки, гостинцы. Ну, хочу сказать, что ровно он приехал домой, Гашик своей любимой, и ровно через 9 месяцев родился старший сын Рашид, который стал потом профессором университета. Ну, к сожалению, тоже очень рано умер в 97 году. Вот. И вот, так что эта поездка знаковая, и это я прочитала уже. И я надеюсь, что эти связующие нить времен, она будет бесконечная. Вот. Сегодня Гали получил второе рождение, да, какая-то книга. Поэтому очевидно, что история продолжится дальше. Жаль, что его дети не дожили. Вот, он младший. Да, ну, тоже умер 4 года назад. Всем спасибо. Гали Худжи – поэт своей эпохи, вроде бы и близкой, но и в то же время очень далекой нам, нынешним, не очень понятной. С тех пор многое изменилось, поменялись ориентиры, одних кумиров сменили другие, но прошлое поколение свято верило в то, чем они живут и как они живут. Гали Худжи үләренә берничә ел кала, 1960 елда Татарстан радиосына килеп, Идел хикәясе дигән поэмасыннан бер әзер укый. Әсәр Совет чорында да еш яңрамый, аннары 80-90 елларда бөтенләй онытыла. Әлеге язманы табып, дөньяга чыгарган журналист Нәсим Акмал искәргәнчә, сәбәбе аңлашыла да, поэмада шул заман идеологиясына туры китереп, партияга, Ленинга дан җырлаган урыннар шактый. Ләкин бу язма әсәрнең эчтәлегеннән бигрәк безгә тарихи истәлек буларак кадерле. Ул шагыйрьнең үз тавышы сакланып калган бердән-бер аудиодокумент. Представляем вашему вниманию уникальную запись голоса поэта, сделанную в 1960 году и чудом сохранившуюся в архивах Радио Татарстана. Кояшлы һәм җылы яз көннәре, алмагачлар әле бөрүдә, ашар өчен күңел бөреләрен мин яңадан килдем бирегә. Дымсу җиле исә көн ягының, тыя күңел язның сулышын, апрель җиле буя килә алып, бөтен илнең йөрәк җылысын. Таныш булса иптәш буяк сиңа, чыкмагандыр әле уендан, исеңдәдер шәһәр бакчасына күтәрелгәч Идел буеннан, күз карашын төбәп еракларга, таныш күреп һәрбер якташын, басып тора илгич пьедесталда, иң башына салып пальтасын, басып тора разлев шаласыннан, Смольныйга кайтып килгәндәй, олы юлга үзе алып чыккан
зур тарапка юнәлеш биргәндәй. Карашында ышанычым күрәм, кайгыртуын тоям чын дустның, әнә шушы якынлыгы белән, хакыйкаты белән тормышның, бишек җыры белән аналарның онытылмаслык булып гомергә, якты өмет булып, яшьлек булып, керде Ильич безнең күңелгә. Коммуниста күрдек чын кешене, таяндык без аңа һәр җирдә, йөрәкләргә салдык бу исемне, намусыбыз итеп йөртергә. Үзгәртәбез агым сулар юлын, гислар өчен цемент тыябыз, партиянең җитәкләүче булын Ильич тулы итеп тыябыз. Апрель, апрель, безнең күңелләргә шушы көннәр белән кердең син, кояшлы яз алып килдең җиргә, һәм Ильичне алып килдең син.